Приветствую вас, уважаемые любители белорусского футбола. На ваших экранах матч первого тура чемпионата Беларуси высшей лиги среди женщин между футбольным клубом «Минск» и «Динамо Брест». Начнем с составов команд. Гости «Динамо Брест». Первый номер – Клочкова Евгения, вратарь. Третий номер – Фомченко Татьяна. Пятый номер – Муха Анна. Шестой номер – Важинская Вероника. Седьмой номер – Яцушкевич Ирина. Восьмой номер – Катроша Ирина. 10-й – Гаврилова Ксения. 11-й – Толкун Вероника. 14-й – Михальчук Светлана. 15-й – Гомозова Любовь. 19-й – Крахмалова Анастасия. Футбольный клуб «Минск». 63-й номер – вратарь Севко Елизавета, 2-й – Асаула Ульяна, 9-й – Вафула Марджален Некеса, 10-й – Пинчук Елизавета, 11-й – Новикова Анастасия, 13-й – Бакум Диана, 16-й – Суровцева Милана, 18-й – Ота Реджина и Бианг, 20-й – Казакевич Виктория, 23-й – Побегайла Анастасия, 44-й – Богдан Валерия. Главный тренер клуба ФК «Минск» Андрей Пышник, главный тренер «Динамо Брест» Нина Жукова. Итак, команды обнялись, настраиваются на футбольный матч. Видим эмоциональный клик, слышим, извиняюсь, эмоциональный клик динамовцев брестских. Давайте перед началом матча скажем пару слов о командах. Брестская «Динамо» закончила прошлый чемпионат на последнем месте. В их копилке всего 3 очка. ФК «Минск» были вторыми. Футбольный клуб «Минск», безусловно, один из фаворитов не только сегодняшнего матча, но и всего чемпионата. Поэтому сегодня надеемся увидеть много голов, но не только, скажем, в одни ворота, а ждем и, скажем так, активной и зрелой игры также от гостей. Скажем сразу же пару слов о главных судьях и о бригаде сегодняшнего матча. Главный судья Блодская Ольга, первый помощник судьи Данченко Анастасия, второй помощник судьи Наливайко Анна, четвертый судья Олещенко Анастасия, инспектор матча Цинкевич Сергей. Вот уже сразу же опасный момент у ворот Минска. Мяч прошел мимо левого ближнего угла. Вот мы видим сейчас на повторе. Даже как бы тычок своему вратарю едва не получился автогол. Удар от ворот, немножко небольшая заминка. Мы видим, сейчас идет. Не спешат гости. «Динамо Брест» сегодня в таких красивых бирюзовых, я бы сказал, даже не голубых и не синих футболках. Клочкевич Евгения вводит мяч своему защитнику. Сразу же в прессинге идут футболистки Минска и едва не перехватывают мяч у центрального защитника. Ну, сразу же взяли мяч, так сказать, в свои ноги футболистки в красных футболках, что и неудивительно. По сравнению с суперкубковым матчем у минчанок сегодня 2 замены. Это Асаула Ульяна под 2-м номером. Играет вместо Красиковой. И в центре поля Диана Бакум, 13-й номер. Обратим на них внимание. Вот она сейчас как раз-таки с мячом. Комбинируют минчанки на левом фланге. Отту по центру отдает мяч Вафуля Никеса. Опасный момент может быть. Нет, центральный защитник, 5-й номер, выбивает мяч. Это Анна Муха. И не позволяет, скажем так, выйти с глазу на глаз атакующему игроку ФК «Минск». Угловой с левого фланга будут подавать минчанки. Посмотрим, разыграют ли они или будет подача. Да, разыгрывают мяч. Хорошо укрывает мяч конкурса. Может бить. Блокирует удар центральный защитник «Динамо Брест». Не спешат футболисты ФК «Минск». Ой, какая обрезка. Перехватывают, едва не перехватили мяч футболистки ФК «Минск». Удар по воротам, но не акцентированный и не опасный. Где-то в метрах 2 он прошел от ворот, хотя удар наносился с линии штрафной. Поэтому 16,5 метров, 17, потенциально голевой, безусловно, удар. Очередной уже 2-й по счету ввод мяча от ворот.
Клочкевич Евгения будет его вводить. Так вот, пару слов скажу о командах. О «Динамо Брест» мы сказали, что они заняли последнее место. А вот ФК Минск уже, это не первый его, скажем так, официальный мяч. Опасный момент. 10-й номер, хорошая стеночка задумывалась с Вафулой, с девяткой ФК Минск, но не точно. Опять угловой с левого фланга будет подаваться. Сейчас он будет не разыгран, а будет идти подача, поэтому посмотрим, будет ли гол. Подача в центр штрафной, не смогла сразу же зафиксировать мяч Клочкевич, но со второй попытки ей это удалось. Длинный ввод мяча на половину поля противника. Мне не удалось зафиксировать и остановить с первого раза футболисткой в красной футболке, поэтому мячом на непродолжительное время завладели футболистки «Динамо». Комбинируют футболистки Минска на левом фланге сейчас. Это Богдан владеет мячом, отдает пас Побегайло. Пыталась она уйти от опекующих их игроков, но это не удалось. Богдан перехватывает мяч. Хороший заброс. И по задумке был пас на левый фланг, но слишком сильный. Не смогла добраться до мяча Бакумдиана. Так вот, вернемся к Суперкубку. В нем ФК Минск встречался с основным конкурентом по чемпионату «Динамо Бгувк». Мне довелось поприсутствовать на этом матче. Он выдался очень ярким. Было много зрителей, эмоций. Ой, сейчас опасный момент, может быть удар, но 19-й номер, это Крахмалова Анастасия, выбивает мяч прямо из ног горожанки. Если бы не поборолась центральная защитница, быть бы неминуемому голу. Удар был бы буквально с 3 метров. Опять третий уже подряд угловой с левого фланга. По первым минутам нагружает его горожанки. Подача скажем так, не в целом, ой, какой был момент, но вне игры фиксирует главный судья матча. Скажем так, заброс был в 6-метровую зону перед вратарем. Если бы, опять-таки, не положение вне игры, то было бы очень опасно. Видим, заперли по первым минутам минчанки своих оппонентов в их штрафной площади и не дают им даже продохнуть. В принципе, это было ожидаемо. Вот отыгрывается с вратарем защитник минчан, они начинают плести кружева своих атак, длинным забросом пытаются пройти всю защитную линию по правому флангу, прессингует своего оппонента Суровцева и вынуждает ошибиться. Пас, ой, какой был опасный момент, прекрасный пас в центр штрафной, и Вафула, ну, должна была, я считаю, с этой точки забивать, но не очень. Ей никто не мешал, не сориентировалась она, в каком, скажем так, в какой плоскости находятся ворота. Ну, уверен, это еще не последняя возможность в сегодняшнем матче. Вот мяча неудачный со стороны голкипера «Динамо Брест», поэтому сразу же влачом завладевают горожанки. Очень опасный момент, хороший, красивая комбинация, 1-0. Гол! Красивая комбинация, забивает 16-й номер. Это у нас Суровцева Милана, лучший бомбардир прошедшего чемпионата. Прекрасная пас пяточкой. Богдан Валерия подает на дальнюю штангу и там беспрепятственно замыкает Суровцева. Его. Никто ей не мог там помешать, буквально там метр до ворот. 1-0 ФК Минск выходит вперед. Нужно сейчас успокоиться брестчанкам и попробовать перевести хотя бы мяч на половину поля соперниц, либо организовать пару контратак. Не удается им никак зацепиться и сделать 2-3 точные передачи. Пас хороший был по задумке на правый фланг. Успевает завладеть им минчанка.
Хорошая, удачная передача в центр штрафной, удар и блокировка центральных защитников «Динамо» Брест. На отбой выносится мяч. Им сразу же завладевает Оту, 18 номер, передает 23-му. Нет, это 13-й номер Баку. Сейчас подача следует штрафную. Выбивают головой мяч центральные защитники «Динамо». Оту опять на подборе. Подбор весь абсолютно контролируется горожанками, поэтому очень тяжело в эти минуты приходится футболисткам «Динамо» Брест. Хорошая передача, удар, как же так, мяч плохо лег на ногу, удар от ворот, либо вне игры. Вне игры зафиксировал боковой судья, главный арбитр матча дает динамовцам возможность провести это, скажем так, стандартное положение. Но, опять-таки, очень неудачно. Буквально сразу же выбивают его в аут и партнеры. 10-й номер Пинчук отдает на Отту. Отту неудачно обрабатывает мяч. И может сейчас что-то получится выйти из обороны хотя бы у динамовцев. Но, видим, сразу же исправляет свою ошибку африканский легионер. Отличный пас. Вываливается 1 на 1. Футболистка Минска между ног. Нет, вторая попытка. Какой момент от штанги по линии прокатился мяч. И едва не увеличивает отрыв в счете футболистки Минска. Брестские динамовцы не могут никак выйти на половину поля горожанок. Богдан отдает пас на 13-го номера Бакудзяна. Она очень активна по вот этим минутам. И вообще левый фланг, скажем так, перевес на него, упор идет существенный. Вот видим, как пыталась в домик пробить между ног вратарю динамовцев Минчанка, но со второй попытки попала в штангу, и совсем чуть-чуть, каких-то там полсантиметра, миллиметров не хватило ей для того, чтобы мяч попал в ворота. Видим, даже не могут выйти со второй трети, с первой трети своей половины поля брестские динамовки, вот футболистки в бирюзовых футболках, но сейчас фиксируется штрафной, с нарушением остановили эту контратаку футболистки в красных футболках. Нужно успокоиться футболисткам «Динамо» Брест. Что-то подсказывает им главный тренер. Плохо слышно нам. Вафула овладевает мячом, отдает на левый фланг. Суровцева пыталась точной передачей найти своего партнера, но неудачно. Аут. Будут сбрасывать футболистки в бирюзовых футболках. 19-й номер Крахмалова, уже не первый раз мы ее отмечаем, в составе брестского «Динамо» вводит аут, но не удалось выйти в очередной раз со своей половины поля. Минчанки действуют высоко, прессингуют оппонентов, поэтому спокойно. Вот сейчас может что-то получиться. С нарушением правил играет второй номер минчанок, это Асаула Ульяна. Будет штрафной удар где-то с 2 метров от линии поля. Это может быть опасно, и один из немногих шансов по этой игре у брестских динамовцев. Толкун будет подавать в штрафную, я думаю, потому что поблизости нету ее партнеров. Следует подача низом, очень неудачная, но мяч остается у динамовок, надо наносить удар. Пытается сама пробраться на 3 оппонентов игрок брестского «Динамо», но теряет мяч. Будет ли быстрая контратака в исполнении минского ФК Минск? 9-й номер Вафула, это, кстати, игрок сборной Кении, отдает своему партнеру Оту. Та бьет без обработки по мячу, но удар, откровенно скажем, был не опасный. Он прошел где-то в 3-4 метрах от правого угла ворот.
Вот, получается, немножко хотя бы на какие-то, скажем так, секунды овладеть мячом брестчанкам. Хорошая разрезающая передача по правому флангу, но защитник блокирует этот удар. Пас безадресный, опять аут. Не будем слишком строгими к нашим сегодняшним командам. Игрок весенний. И если ФК Минск, кроме первого официального матча, к слову, продолжу, они уступили в такой упорной борьбе Динамо Бгувк. Они уже провели не только этот официальный матч, но и очень насыщенную межсезонку. К слову, они победили со счетом 5-2. Опасный сейчас момент. Посмотрим, как красиво прошла по Суровцева гол. Будет ли? Нет. Блокирует удар. Ну, просто стопроцентный момент. Где-то с 10 метров, с 11 из центра била Суровцева. И попадает в скопление игроков Динамо. Вот видим, ну просто, если бы не блокировка, мне кажется, тяжело бы было очень среагировать игроку Минска. Сейчас был удар опасный после подачи с левого углового. По центру пробила горожанка. Мог быть гол. Выиграла верховую борьбу Вафула, но удар получился не очень сложным для вратаря. Да, я извиняюсь, уважаемые зрители, я засмотрелся, там был офсайд зафиксирован, поэтому счет 0-0. Не будьте слишком строгими ко мне. По-прежнему минчанки не могут открыть счет, но моменты у них были, и были они, скажем так, более чем 100%. Комбинируют футболистки горожанок на своей половине поля. Передача на правый фланг. Дальше на своего игрока прямо возле угла штрафной останавливает мяч. Подача и какой же момент! Гол, это гол был, слушайте. Мне казалось, мяч идет выше, но красивый мяч забивает головой. Но кто это? 14 номер, по-моему. Или 13. 44 номер Богдан Валерия перебрасывает вратаря и забивает гол. Очень красивый гол, красивая точная подача. На дальней штанге замыкает его Валерия. 1-0 все-таки отличаются футболистки Минска в этом матче. С центра поля разводят футболистки Брестского «Динамо». Дальний пас на половину поля ФК Минск. Борьба в районе углового флажка. И, что показывает главный судья, аут будет сбрасывать футболистки Минска. Богдан Валерия, автор забитого мяча, на Оту пасует. В центр. Позиционная атака минчанок. Пинчук. Пас на Асаулу Ульяну. Богдан в одно касание на Оту. Хороший пас на левый фланг. Прострел и нет, не замыкает его партнер по команде. Борьба. Вафула поборолась, встретила плечом своего оппонента и фиксирует нарушение правил в атаке главный судья матча. Удар от ворот «Динамо Брест». Хорошо обыграла своего оппонента игрок Брестского «Динамо», но
опять-таки выйти из этого прессинга никак не получается у игроков в бирюзовых футболках. Немножко успокоилась игра в последние минуты после того, как открыли счет футболистки Минска. Не спешат гости, игроки «Динамо Брест». Солнце в сегодняшнем матче, скажем так, светит, когда играют в атаку «Динамо Брест» игроки, поэтому тяжеловато им приходится. Вафула такой черпачок делает в район штрафной, но первая на мяче вратарь Клочкевич Евгения. Попытка дальнего выноса неудачна, но своему игроку все-таки достается он. Что здесь было, о чем сигнализирует главный судья матча? Подзывает она игроков, что-то делает, какое-то внушение. Минчанки овладевают мячом, прорыв по правому флангу может быть опасно. Будет ли передача? Отличная передача. Ну, как запутала в своих же ногах Вафула. Ну, просто-напросто улыбается, как не понимает сама, как она не забила этот гол. Там было время и подумать, и зевнуть. Извиняюсь за каламбур такой. Дальний ввод мяча в исполнении вратаря брестского «Динамо». Взаимные потери. Асаула, центральный защитник, уже на половине поля «Динамо». Суровцева в штрафной. Будет ли прямой удар или прострел? Обыгрывает своего оппонента. Прострел в центральную зону. Сумбур в штрафной площади. Отбиваются динамовцы. Мяч в свои руки берет Клочкевич Евгения. Ну, скажу так, идет 21-я минута, счет 1-0 в пользу Минска. Счет мог быть уже и 2, и 3-0. Были моменты у минчанок. Я думаю, это не последнее взятие ворот в сегодняшнем матче. Хотелось бы увидеть более, скажем так, атакующую игру в исполнении брестских динамовцев. Вход в штрафную 2-0. Опасный момент. Побегайла, перехватила мяч, беспрепятственно вошла с правого угла в штрафную и поразила дальний угол ворот. 2-0. ФК Минск ведет в счете. Вот мы видим, протаскивает она мяч. Удар мимо вратаря в дальний левый угол. 2-0. Без шансов, скажем так, для Клочкевич. Опять-таки высокий прессинг. Не сказать, чтобы это была какая-то комбинация. Тяжело играть под давлением, постоянно защищаясь игрокам брестского «Динамо», поэтому нужно налаживать какую-то хотя бы контратакующую игру и побольше контролировать, безусловно, мяч. 22-я минута, 2-0. Впереди ФК Минск. Контролируют мяч на своей половине поля игроки ФК Минск. Хотелось бы еще сказать пару слов о футболистках Минска. Все никак они не дают, следует момент за моментом. Вафула получает мяч на левой бровке возле углового флажка. Борется с двумя оппонентами, отдает пас на Богдан. Та точно подключает к атаке через пас Побегайла. Вафула, хороший пас, Богдан, удар, гол, 3-0, гол красивый, красивая комбинация, все здесь было разыграно как по нотам, 3-0, минчанки вот последние буквально за 5 минут доводят счет в игре до крупного. Видим над вратарем, в правый угол дальний, красивый удар и красивый гол. Это второй мяч. Ой, нет, не второй мяч. Богдан. Второй мяч
Богдан, я сейчас уточню, по-моему, чтобы не вводить вас, уважаемые зрители, в заблуждение. Наконец-таки футболистке «Динамо Брест» получилось обосноваться на половине поля ФК «Минск». Но опять ничего опасного не получается у них создать. Оту пытается организовать атаку своей команды. Побегайло вот так вот в оттяжке играет, отдает дальний пас на Богдан опять-таки. Богдан очень активно по этим минутам и выбивает мяч на угловой футболистки ФК «Динамо Брест». Да, все верно, дубль в исполнении Богдан. В сегодняшнем матче Валерии она очень активна, вот у нее очередной был момент, сейчас подача с углового будет, она разыгрывается футболистками в красных футболках, передача, может быть, опасный момент, Побегайло контролирует мяч на углу штрафной площади, на левом углу штрафной площади, просто-напросто заперли сейчас в своей штрафной футболисток «Динамо» минчанки, но Вафула пошла в обыгрыш, в отборе хорошо сыграл оппонент. Угловой на этот раз с правого фланга. Опять будут в очередной раз, уже, наверное, седьмой угловой, будут подавать горожанки. Побегайло идет его исполнять. Подача. И какой опасный момент был, если бы не выбили его защитники, мяч мог бы закрутиться и в ворота. Был бы так называемый сухой лист в исполнении Побегайло. Но угроза нейтрализована, и опять атака вторым темпом в исполнении минчанок. Разрезающая передача на партнера, на Казакевич в исполнении той же Побегайло. С нарушением правил останавливают ее динамовцы. Будет штрафной удар справа, где-то в 2 метрах от линии. Практически всей командой минчанки в штрафной. Подача, удар и... Чуть-чуть мяч не опускается за шиворот вратарю, опускается он сверху на сетку, вот мы видим, было очень опасно, но немножко, скажем так, не хватило точности этому удару. Вот какой отбор демонстрирует Пинчук. Удар и во вратаря. Чуть-чуть направь в угол, быть бы голу неминуемому. Вот видим, скажем так, вынос мяча от ворот. Сразу же отбор в исполнении горожанок и стопроцентнейший момент. Вот опять-таки та же ситуация. Подбор весь полностью за горожанками. Это Оту была. Разрезающая передача, попытка, хорошая по задумке на девятку Вафулу. Показывает она своему партнеру, что отлично все было задумано, но здесь борьбу и навязал центральный защитник, и не получилось реализовать, завладеть этим мячом и реализовать момент. Вынос мяча. Опять буквально 100%, ну не 100%, но 95% выигрыш. Опасный момент, тут пас на, как было вне игры, по-моему, сейчас. Да, вне игры, даже если бы забивали минчанки, мяч не был бы засчитан. Есть возможность перевести дух у брестских динамовцев. Гости, конечно, даже полумомента к этой минуте ни одного не создали. Тем временем идет 28-я минута матча. Вот, может, сейчас что-нибудь получится. Оту
отбирает мяч у соперницы с нарушением правил, штрафной удар в пользу «Динамо Брест». Так вот, у футболисток Минска была очень насыщенная предсезонная подготовка, даже, можно сказать, оптимальная, как считают многие тренеры, это где-то 6-9 товарищеских матчей. Они победили Зорку БДУ 5-2 и 4-0. Провели спарринг очень полезный, как сказал главный тренер Андрей Пышник, против московского «Локомотива». Хоть и уступили в нем в двух матчах 4-0, 2-0, но несмотря, так сказать, на борьбу с сильнейшим соперником, они не выглядели мальчиками для битья. И вот Андрей Пышник говорил, что я не увидел большой разницы в сравнении с именитым «Локомотивом». Напомним, «Локомотив» московский, в его составе 8 игроков сборной России, а это уже уровень. Вообще состав существенно у горожанок сменился в этом сезоне. Команду покинули Армиса Куч перешла в российский «Зенит», Анна Сас, полузащитник, перешла в Карл Цейс, Бундеслига, Мария Жаманкова, вратарь, покинула команду, Селма Капитанович, боснийский полузащитник. Но трансферы, как считают многие, да и в принципе главный тренер, как минимум, вот нам, по моему мнению, не ослабили состав основной минчанок. На смену пришли Свидунович Мария, вратарь, защитник Казакевич Виктория, вот сегодня она играет по 20-м номерам, нападающая Вафула, сборная Кения, сборная, это уже говорит о каком-то уровне. Джукич, старая новая, так скажем, полузащитник из сборной Черногории, ФК Минска, которая, к слову, также признавалась лучшим игроком Черногории, что тоже о многом говорит. Она вначале ушла из команды ФК Минск, а потом опять вернулась. Центральный защитник Новикова, она также лучший защитник чемпионата Беларуси 2020-2021 года, а тем временем попытка атаки в исполнении брестчанок, но одного оппонента обыграла, на подстраховке удачно сыграла защитница Минска. Полузащитник Зубко Мирослава перешла из Зорки БДУ, а также Севко из главного конкурента Динамо Бгуфк. К слову, много игроков бывших основного конкурента у минчанок в составе перед этим сезоном усилили горожанок. Оту отдает пас на Богдан. Богдан на Вафулу. Разрезающая передача, Побегайла, но вратарь, не Побегайла, это была Казакевич, могла перебрасывать вратаря, но здесь была борьба и лежит игрок «Динамо Брест». Потребуется ей медицинская помощь. Смотрим повтор этого момента. Вафула отдает разрезающую передачу, идет в стык. 20-я Казакевич. Видим, здесь нога защитника «Динамо Брест» попала, скажем так, в жернова между вратарем и атакующим игроком. Ну, вроде бы все в порядке, медицинская помощь не понадобится, и, надеемся, игрок брестчанок сможет продолжить матч. Да, поднимается она, но все-таки медперсонал к ней на помощь спешит. Длинный ввод мяча. Опять овладевают им футболистки в красных футболках, но неудачно Бакум не смогла его обработать и упускает за линию поля. Крахмалова Анастасия будет вводить мяч из-за боковой. Вот сейчас что-то может получиться. 15-й номер не обрабатывает мяч, сигнализирует о нарушении правил, но ничего здесь нет. Аут будут вбрасывать брестчанки. Редкий выход на половину поля ФК Минск, неудачный ввод мяча из аута. И опять начинают плести свои, скажем так,
паутину атак футболистских в красных футболках. 3-0 к 33-й минуте. Пинчук отдает разрезающую передачу, хорошая по задумке, но на чеку была защитница «Динамо» Бгувк. Мяч на правом фланге, подача в район штрафной, удар, очень опасно. Та же Пинчук могла замыкать эту прекрасную передачу. Удар был с метров, наверное, 7 где-то, но он пошел так на клевом и где-то в метре от ворот. Много опасных моментов, счет мог быть и крупнее, но покуда от очень, скажем так, он не совсем и неприличный, будем откровенны. Аут будут вбрасывать футболистки Минска. Вафула отдает в центр на Побегайло. Будет ли удар? Удар гораздо выше ворот. А вот и первая замена в матче. На поле выходит игрок под 12 номером. Заменила она Катрошу Ирину. Хвасько это выходит на поле, Катроша покидает пределы. Прострел мог быть опасный с правого фланга. Это Казакевич врывалась в штрафную. Будет угловой очередной. Побегайло будет его подавать. Стандартные были достаточно опасными в этом матче, поэтому вполне возможно сейчас будет опасно. Нет, не будет розыгрыш. Подача в центр штрафной и гол. Нет, не гол. Казалось бы, мяч уже влетает. Добивание 13 номера Бакум Дианы буквально в сантиметрах 5, я бы сказал, 7 от левого нижнего угла пролетел мяч после добивания. Смотрите, Вафула, мяч. Вы знаете, что не видим мы, но пересек ли мяч ворота, раз главный судья был поблизости, значит нет. Но стопроцентнейший момент. Вот борьба. 18 номер, удар, очень опасный удар. Это Оту била из линии штрафной. 2 угловых и 2, скажем так, стопроцентных момента. Хороший удар. Ну, скажем так, откровенно, метр полтора. Будь тут чуть точнее, тяжело было бы вратарю «Динамо» отразить этот удар. Казакевич вводит мяч из аута. Оту, она такая плеймейкер и разыгрывающая у минчанок в сегодняшнем матче выступает. Отдает центральному защитнику, который практически уже у штрафной «Динамо». Богдан, одна из самых сегодня, если не самая активная в составе минчанок. Казакевич сместилась в центр, мы видим. Попытка прострела либо удара в исполнении, по-моему, это Побегайло была, но мяч достается вратарю Клочкевич Евгении. Тридцать 37-я минута матча. Оту на Вафулу. Вафула не получается взять мяч, но, скажем так, была возможность у 13-й номер Бакум Дианы что-то создать опасное, однако свисток главного арбитра матча прозвучал раньше, положение вне игры. Попытка перевода на фланг, но мяч достается противнику. Пыталась обыграть оппонента 1 в 1 футболистка ФК Минск, но неудачно. Это Суровцева. Я, кстати, замечаю постоянную смену флангами в исполнении Суровцева и Побегайло в этом матче, что создает сложности для защитных порядков «Динамо» Брест.
Оту на Вафулу. Вафула хорошо оттесняет оппонента корпусом. Пас, опасный момент, удар, гол. Показывает на центр поля главный судья матча. Не было вне игры. 13-й номер Бакумдзиана также очень активно. Посмотрим повтор этого момента. Все сделала, по-моему, 9-й номер Вафула. Очень хорошо она сыграла корпусом. Сразу же отыграла, скажем так, 3 оппонентов. Отдала точный пас на Бакумдзиану. И та не преминула воспользоваться этой возможностью и забить очередной гол в матче. 4-0. ФК Минск повела уже, скажем так, с разгромным счетом. Хотя уже 3-0 тоже также считается разгромом. Вот буквально 10-15 секунд разыгрывают мяч с центра поля динамовцы, и тут же он достается футболисткам в красных футболках. Очень тяжело им приходится в сегодняшнем матче. Отту отдает на своего партнера. Казакевич в штрафную, хорошо обрабатывает мяч Бакумдзиана, очень она заметна наряду с Богдан, я бы их отметил, и Вафлу, и, конечно, Пинчук. Дриблинг демонстрирует штрафной площади, подача, удар, гол, прекрасный гол, прекрасно сыграли обе футболистки ФК Минск, заслужила Вафула этот гол. Видимо, у нее было очень много моментов со 2-го этажа, который она наконец-таки реализовала. Матч подрезала в сторону от вратаря, не в уму, в руки. И, скажем откровенно, винить в этом мяче Клочкевич смысла нет, потому что шансов у нее не было практически никаких. Защитные порядки упустили, просто оставили одну центрального нападающего минчанок. Вот опять розыгрыш, и практически сразу же перехватывает мяч Диана Бакум по 13 номерам. Совсем не держится футбольный снаряд в ногах у Динамо Брест, отсюда все и проблемы. Видим мы Новикова Анастасия, частенечко центральных защитников, поднимающихся буквально там в 2-3 метрах к штрафной противника. Вот сейчас наконец-таки нападающие Динамо БГУФ пошли в прессинг минчанок и хотя бы создали какие-то проблемы. Оту тащит мяч к центральной линии, отдает его, по-моему, это было... Ой, какая комбинация, какой гол отличный. Сейчас увидим это все на повторе. Вот это Суровцева забила свой гол. Посмотрим разрезающую прекрасную передачу. Вафула отдает пяточкой, и пустые ворота, незащищенные ни вратарем, ни защитниками, абсолютно, скажем так, голые, поражает Суровцева. Вообще быстрая атака где-то в 4-5 передач, как по учебникам, прошла у горожанок. 6-0. Уже счет становится неприличным. 42-я минута матча идет. Штрафной будут подавать футболистки «Динамо Брест». Длинная подача в район штрафной площади не доходит, контратака не получится, хотя взаимные ошибки. Отличная передача от Оту, вырывается на простор 23-й номер, хотела обыграть вратаря, обыгрывает, удар, гол. Какая ошибка. Гол в исполнении Побегайла. Обыгрывает она все-таки, прокинула мимо вратаря, не удалось зафиксировать мяч, поэтому нападение на вратаря главный арбитр матча не зафиксировал, и Побегайло забивает Побегайло. 7-0.
уже в первом тайме на табло в пользу ФК Минск. Бесконечные атаки, скажем так, очень тяжело сдерживать футболисткам бирюзовых футболках. Вот Казакевич тащит мяч по правому флангу. Хороший проход, подача в штрафную, но здесь удается отбиться. Но прямо на ногу Пинчук. Удар какой! Гол в исполнении Пинчук, просто пушка, без шансов она прошивает, я не знаю, ворота, посмотрите, бах, в дальний угол, в угол ближний под перекладину, ну здесь, я не знаю, никто бы не потянул его, просто-напросто, я не знаю, снаряд футбол был запущен в сетку, чуть не порвала она сетку. 8-0 к 44-й минуте. Хотим мы увидеть хотя бы одну осмысленную атаку в исполнении «Динамо Брест». Тяжело, конечно, видно уже и под конец тайма и двигаться футболисткам. Все-таки много сил именно брестским динамовцам они отдали в защите, а защищаться всегда тяжелее, больше сил уходит на отбор мяча, на движение, чем когда ты им владеешь и атакуешь. Неточная передача в исполнении Вафлы, но тут же ее африканский партнер Отто отбирает мяч. Прекрасная передача на ход, но совсем чуть-чуть не хватает Вафле, чтобы им овладеть. Вратарь Клочкевич Евгения забирает его в свои руки и нейтрализует угрозу. До конца основного времени остается 15 секунд. Подведем какой-то итог первого тайма сегодняшнего матча. 8-0 на табло, все по делу. Скажем так, постоянный непрекращающийся шквал атак в исполнении футболисток Минска. Ничего не добавляет главный арбитр сегодняшней встречи. И перерыв. Увидимся с вами во втором тайме.
Приветствую вас еще раз, уважаемые телезрители. Я включил. Приветствую вас еще раз, уважаемые телезрители, на ваших экранах второй тайм. Высшая лига женщины между ФК Минск и Динамо Брест. Команды выходят, занимают места, так сказать, на своих половинах поля. Матч еще не начался. Пару слов еще хотелось бы сказать о главных тренерах сегодняшнего матча Андрее Пышнике и Нине Жуковой. Андрей Пышник в предматчевых раскладах, а также в комментариях по Суперкубку очень, скажем так, верит в свою команду, в ее обновленный состав. Он уверен в силах не только навязать борьбу Динамо Бгувк за первое место, но и думает, что у них это получится. Скажем так, в составе ФК Минск очень много бывших футболисток Динамо Бгувк, и не просто, скажем так, каких-то просто игроков под основой либо запаса, а самых что ни на есть. Опасный момент сейчас был, я прервусь. Вафула головой опять завершала подачу с правого фланга, но очень неточно, мяч прошел где-то в метрах 6. Так вот, в составе сегодняшнего ФК Минск это и лучший защитник 2020-2021 года Новикова Анастасия, вратарь Севко Елизавета перешла в стан минчанок от своих основных соперниц. Также вратарь это Свидунович Мария имеет опыт выступления у минчан. Сейчас хорошая атака. Казакевич по правому флангу подключают. Хорошо она отдает чуть назад своей партнерше. И Побегайло бьет поворотом. Но удар был не опасный, не очень сильный. И прямо в руки вратарю Клочкевич достается. Не спешит она вводить мяч в игру. Длинный ввод в мяча. Борьба в районе лицевой линии. Выигрывают ее минчанки. В заброс бросают сразу же Суровцеву по левому флангу. Обыгрывает она в 1-1. Проходит пас в центр штрафной, но здесь нейтрализуют угрозу защитники Динамо Брест. Богдан контролирует мяч вторым темпом, попытается организовать атаку. Отдает его чуть назад. Через центральных защитников играют минчанки. Асаула Ульяна на Новикову. Новикова отдает Казакевич. Казакевич Побегайло подключает. Оту такой плеймейкер. Пас в разрез. Вафула
Дальний удар, но не совсем, скажем, опасный, метров с 30 он был нанесен. Ну, тоже, чтобы, скажем так, не дать замерзнуть вратарю соперников. Вот посмотрите, показательный момент. Сейчас удар от ворот, но сразу же 3 игрока минчан прям в штрафной площади. 23-й Побегайло хотела в разрез очень красиво передать, отдать пас своему игроку, но неудачно. Кстати, я вижу на поле, по-моему, состоялась замена у ФК Минск. Все верно. На поле появилась Осмыкович Наталья под 17 номером. Сейчас вот она участвовала в атаке на ворота «Динамо» Брест. Очередной уже я сбился со счета удар от ворот в исполнении брестских динамовцев. Вот видим, даже не могут перейти центральный круг. Футболистки в бирюзовых футболках. Вафула, удар такой интересный, скажем так, за шиворот вратарю, но слишком неточно. Футболистки в красных футболках просто-напросто не покидают пределы штрафной, сразу же прессингуют. И вот какая ошибка могла быть у брестских динамовцев. Вот, 1-2 паса, прямо даже нет возможности сделать точных даже на своей половине поля. Подавляющее преимущество по владению, по контролю, прессингу в исполнении горожанок. Нарушение правил фиксирует главный арбитр матча. Есть возможность перевести дух, хотя с начала тайма меньше 5 минут прошло у гостей. Аут. Буквально не прошло даже 2 передачи, и аут в пользу ФК Минска. Новикова на Оту. Оту красиво пропускает мяч 17 номер. Но, к сожалению, Побегайло упустила за линию ворот, и будет удар от ворот. Но хорошо пропускала мяч 17 номер Осмыкович Наталья. Достаточно активно она вошла в игру у футболисток Минска. Выносят мяч подальше футболистки «Динамо» Бреста. Удастся ли перейти центральную линию поля? Нет. Мяч переходит в ноги минчанок. Атака может получиться хорошая. Разрезающая передача в исполнении Пинчук. Пинчук пошла на 3 оппонентов и потеряла мяч. Пинчук, автор очень красивого удара, такого мощного, едва не порвала сетку. Тоже она активно. Побегайла. Заброс мяча в штрафную площадь на Богдан, но не точно. Удар от ворот. Наверное, 5-6 буквально за первых 5 минут второго тайма. Какая потеря мяча, вот буквально 1 пас и все. Будет ли удар от 17 номера? Какой красивый черпачок на Вафулу, и забивает мяч кенийская нападающая минчан. Прекрасный гол. Смотрите, видит, что идет на мяч нападающий, черпачком таким красивейшим забрасывает ей на голову, и Вафула забивает уже 2-й мяч головой в этом матче.
Хотя вот, скажем так, по антропометрическим данным она не очень высокого роста сама по себе. Да, такая, скажем, может побороться и мячом, можно сказать, такая нападающая таранного типа, но чтобы сказать с ее ростом и прыгучестью снимать весь воздух, то нет. Все-таки здесь больше идет в минус центральным защитницам «Динамо» Бреста. 9-0 к 53-й минуте. Хорошо укрывает мяч корпусом атакующий игрок Минска. Прострел в штрафную площадь. Выбивают его. 23-й Побегайло с лета не получается удар. Свечка, скажем так, в штрафной удар с лета. 17-й номер — это Осмыкович. Наталья пыталась пробить, но блокировали удар защитники «Динамо». Вот, наконец-таки, есть возможность организовать контратаку. 13-й номер тащит Брещан мяч по правому флангу, но тут же его перехватывают минчане. Это Новикова поборолась. Ой, не Новикова, Пинчук. Отту. Пас между линиями, хороший на Вафулу, но немножко подвела обработка этого мяча, технический брак, и поэтому не удалось ей вывалиться 1 на 1. Сумбур все-таки в действиях «Динамо» Брест виден, несыгранность. Надеемся, брещане, игроки с города над Бугом сыграются по ходу сезона, но покуда видно, конечно, существенная разница в классе. Вот игрок, вышедший во втором тайме, Осмыкович. Удар по воротам не опасный, скажем откровенно. В метрах 2 он прошел от ворот. Опустились руки, видно, у брестских динамовцев, но нужно бороться, все-таки это спорт. Понятное дело, счет 9-0. Но нужно попытаться хотя бы, если не забить мяч престижа, то хотя бы провести контратаку, либо создать какие-то сложности вратарю и защитным порядкам горожанок. Показательный момент. Центральный защитник Новикова во второй-третьей поле в нападении, скажем так. Казакевич отдает вдоль штрафной. 23-й удар Побегайло. Прекрасный гол, прекрасный дальний удар в нижний левый угол и 10-0. Счет двузначный у нас на табло. Комбинация красивая. Казакевич разворачивается, Побегайло и точно бьет в нижний левый угол. Дотягивается до мяча вратарь «Динамо» Брест, но Клочкевич не смогла спасти. И от ее руки мяч падает в нижний левый угол ворот. Побегайло Анастасия забивает красивым дальним ударом. Но опять-таки, да, можно говорить, где была опорная зона, почему ей никто не помешал, но слишком, скажем откровенно, высока разница в классе между не только командами, но и в индивидуальном мастерстве игроков, понимании игры, покуда то, что нужно откровенно сказать. Вот, более смело пошли в атаку, но это вспышки кратковременные, их хватает буквально на 2-3 паса, и то, что мяч сохранился там 30 секунд на половине поля минчанок, это, наверное, можно сосчитать по пальцам одной руки в сегодняшнем матче. Отту красивым разрезающим пасом пускает прорыв Казакевич, но совсем чуть-чуть не дотягивается она до мяча, а вообще по задумке было очень неплохо. Вообще, вот эти вот фланговые защитники Казакевич и Богдан, они частенечко играют вингеров, и в сегодняшнем матче, исходя из силы оппонента, они практически большинство времени не проводят в атаке и больше играют вингера, чем бровочников. Осмыкович, прекрасная разрезающая передача, и что здесь сигнализирует? Положение вне игры. Главный арбитр матча. Счет остается прежним 10-0. Сейчас посмотрим на повторе. Ну, на тоненького плохо видно с этой камеры, но все-таки, мне кажется, было положение вне игры.
Суровцева могла забивать этот мяч, но я думаю, будет у нее в сегодняшнем матче момент еще не один. Побегайла на правом фланге, пас на Смыкович, а Смыкович отдает ей обратно играть стеночки. Побегайла и едва не замыкает прострел Суровцева, буквально в метре от ворот. Вот мы видим передача сильная, но Суровцева не смогла исхитриться и не смогла замкнуть эту передачу. Вот опять-таки вынос от ворот мяча и сразу же в ноги футболистам в красной футболке. Поэтому не могут перевести даже дух защитные порядки и полузащитники в бирюзовых футболках. Единственная возможность перевести дух — это ауты либо какие-то стандартные положения. Вот смотрю я за действиями Новиковой, такая она очень, скажем, идет вперед, защитник, может отдать разрезающую передачу, а Смыкович длинный пас на левый фланг, добирается до мяча, сейчас он у Пинчук. Будет ли прострельная передача в районе 11-метровой зоны, но здесь первый на мяче игрок в бирюзовой футболке. Все равно не удается отбиться им. Атака вторым темпом. Мы видим, центральные защитники минчан пошли в штрафную площадь в атаку, а Оту, опорная плеймейкер, я бы ее назвал в сегодняшнем матче, откатилась на место центральных защитников. Вот сейчас будет возможность для удара. Побегайла, прострел. И какой момент! Просто сантиметров не хватило 9-му номеру Вафуле, чтобы оформить уже хитрик в сегодняшнем матче. Вот, смотрите, Отто отдает на фланг, 23-й номер Побегайла дает разрезающую передачу, но Вафула совсем чуть-чуть не хватает, чтобы замкнуть эту передачу и отправить мяч в ворота. Замена в сегодняшнем матче двойная у футболистов ФК Минск. 14-й и 6-й номер выходят на поле. Сразу же двойная замена. 14-й номер Марчик Виктория. Бысик вместо Пинчук вышла на поле 10-го номера. И Марчик. Футболистка Виктория Марчик также дают возможность поиграть, набрать игровую форму в сегодняшнем матче. 10-0, да, здесь в принципе, давайте будем откровенны, все уже давным-давно было решено. Побегайло контролирует мяч, отдает направо, но недопонимание возникло между игроками. Там она, наверное, рассчитывала на Казакевич, что она поймет ее встретиться с мячом, но аут бросают футболистки «Динамо Брест». Непонятная ситуация, прямо после аута мяч ушел сразу же в аут. Отту отдает партнеру мяч. Какая красивая передача на Побегайла. Будет ли гол? И 11-0. Это Побегайла забивает очередной свой гол в сегодняшнем матче. Наверное, я бы, если по линиям пройтись, то все-таки тройка нападающих будет, мне кажется, больше играет 3-4-3 футболистки ФК Минск, даже либо 4-3-3 по ситуации. Правый вингер Побегайла очень активно, очень Богдан на левом фланге. Фланговая фулбэк, защитница, так сказать, бровочница. Также Казакевич. Можно отметить всю команду, потому что в нападении также идут и центральные защитники Новикова и Асаула. Решает освежить свои порядки также главный тренер «Динамо Брест». Выпускает на поле 17-го номера, и второй номер выходит у «Динамо Брест». Это Наумович Виктория и Яковлева Мария. Покидает площадку Гомозова Любовь.
И Гаврилова Ксения покинула также поле. Очень мне также импонирует игра Оту не только в отборе, но и в организации игры. Очень часто задействуют партнеры по команде ее. Очень смело она играет в плане передач, то есть не ближнему, а постоянно на обострение. Видит хорошо поле, такой оттянутый плеймейкер. Вот сейчас центральный защитник ФК Минск хотел пустить в прорыв по флангу Богдан, но не получилось. Это был 11-й номер Новикова Анастасия, капитан команды. Но вот со второй попытки удается пустить в прорыв Богдан. Обыгрывает один в один оппонента. Классная передача на Вафулу, но здесь очень все плотненько. Казакевич не бьет. Удар, и рядом со штангой опасный момент. Из-за пределов штрафной наносился удар. Было достаточно опасно, но в принципе мне показалось, что вратарь контролировала эту ситуацию, и если бы мяч шел в створ ворот, она бы нейтрализовала эту угрозу. Хотя достаточно опасный такой от газона был удар на клевом, так сказать. Вводит мяч от своих ворот в очередной раз вратарь Брещан. Ну вот, может быть, на этот раз получится. Хороший пас во фланг, но, скажем так, далеко отпустила его Брещанка, и футбольный снаряд стал легкой добычей оппонента. Побегайла, вот я наблюдаю за ней, она очень активна не только на фланге, но и в центре поля, так меняет свою позицию частенечко. Вот, о чем я и говорил. Оту, прекрасный пас на Осмыкович. Единственное, что не хватило скорости либо точности паса, а так по задумке разрезающая передача очень хороша она по задумке, и чуть-чуть не хватило исполнению. Видим удар от ворот, не вводят они его в борьбу, отдают ближнему, но тут же мяч достается горожанкам. Комбинируют на левом фланге футболистки ФК Минск. Мяч у капитана Новикова на Оту. Оту отдает Побегайло. Побегайло, хорошая передача на Смыкович. Опасно, может быть, но не решилась пробить. Обыгрывает удар и гол. Прекрасный гол, оттеснила корпусом защитников Осмыкович. Хороший пас прямо в ногу шестому номеру, недавно вышедшей Анне Бысик. И счет в матче становится 12-0. Шестьдесят 5-я минута, Бысик, 12-0. Ну, мне кажется, если не становятся футболистки Минска, скажем так, не решат. Ой, какая ошибка! Мяч достается Побегайло, будет ли она бить? Какой удар в крестовину прекрасный. Совсем чуть-чуть не хватило. Показывает положение вне игры. Но удар очень, скажем так, прямо в саму крестовину. Самый-самый угол ворот. Уже мог быть 13-0. Немножко, мне кажется, могла Побегайло наносить удар чуть раньше. Заигралась она и ухудшила свою позицию. Но слишком много позволяет в сегодняшнем матче футболистский «Динамо Брест». Вафула дриблингует прямо Осмыкович. Также не спешат расставаться с мячом. Побегайло заброс на Вафулу. Вафула удар, и в ближнем левом углу мяч намертво берет свои перчатки вратарь «Динамо Брест» Качкевич Евгения. Не спешит с вводом мяча. Да, наверное, нужно все-таки перевести немножко дух. Длинный ввод. С нарушением правил отбирают мяч у динамовцев футболистки Минска, поэтому штрафной удар в пользу Бреста.
Средний возраст, здесь вопросы приходили в чат игроков в районе 20 лет у игроков сегодняшнего матча. У брестских динамовцев также там плюс-минус проценты сотые. Поэтому игроки молодые. Побегайло красиво комбинировала. Это все-таки передача, по-моему, была на своего партнера, но слишком неточно, и мяч уходит в аут. Очередная замена у Бреста. Сразу же два игрока выйдут на поле. Это 18 и 4 номер Ищенко Полина и Стопенчук Владислава. Покинут площадку. Не видно на табло у бокового судьи, кто покидает поле, также номеров. Так, покидает поле Толкун Вероника. И Янушкевич Ирина. Счет не должен вводить вас, уважаемые зрители, в заблуждение. Все-таки играет один из лидеров, скажем так, белорусского женского футбола с последней командой прошлого сезона. Поэтому хотелось бы, чтобы со временем появлялось большее количество, скажем так, хороших игроков во всех командах нашей высшей лиги, и уровень их, скажем так, постепенно выравнивался. Вот, к примеру, хочу сказать по результатам прошедших уже матчей. Вот, сейчас опасный момент. Осмыкович Вафула обыгрывает двух оппонентов, продирается буквально через ноги, и удар нет. Положение вне игры фиксирует главный арбитр матча. Так вот, к примеру, ФК «Сморгонь» — это абсолютный дебютант чемпионата Беларуси, сыграла очень достойно в первом туре, проиграв всего лишь 2-0. Поэтому очень была достойная игра, причем не только по счету, а и по содержанию. Я читал послематчевые комментарии главных тренеров, ФК «Сморгонь», она осталась довольна этим результатом и уверена, что еще будет прибавлять со временем. Осмыкович продирается по левому флангу, попыталась отдать шестому номеру, недавно вышедшему на замену, Бысик Анне, но отбились Динамо Брест футболистки. Отту отдает на Побегайло, в стеночку играется Смыкович. Будет ли удар? Ну, это уже было лишнее, по-моему. Там слишком много игроков в штрафной площадке. Но вторым темпом Побегайло все равно берет мяч. Удар, штанга. Опасный момент, прекрасная подача. Что было, что показывает судья. Не видно, к сожалению, мне отсюда главного судью матча, но вне игры, как я понимаю, да. Ведут мяч в игру футболистки «Динамо Брест». По поводу предыдущего момента. Красивая подача на дальнюю штангу была, и штанга спасла ворота брещанок. Вафула на Бысик. Бысик пыталась отдать дальше, но 14 номер не успела добраться до мяча. Это Марчик Виктория, также вышедшая во втором тайме. Отту такой черпачок, полупас в штрафную площадь, не точно. Два мяча на поле, покуда мы видим, ну, забрали его с пределов. Я не знаю, если посчитать по сегодняшнему матчу количество ударов от ворот «Динамо Брест», то он в любом случае, их будет больше, чем 20. И самое интересное, что обычно после ударов от ворот начинается атака, либо хотя бы мяч пересекает половину поля соперников. Здесь же он буквально на первом-втором касании достается минчанкам, и идет очередной шквал атак на ворота гостей. Вот, о чем я и говорил, не прошла минута, очередной удар от ворот.
реализуй все свои моменты в сегодняшнем матче футболистки ФК Минск, и счет, я думаю, перевалил бы за... совсем-совсем стал бы неприличным, бы, за 20, скажем так. Казакевич владеет мячом. Оту, разрезающая прекрасная передача на Побегайло, выход 1 на 1, удар и прямо во вратаря. Как вторая попытка, блокирует удар, еще один удар, гол. Все-таки с третьей попытки Вафула добивает мяч в сетку, 13-0. Здесь уже было бы удивительно, если бы не запихали его в ворота футболистки в красных футболках, поэтому 13-0. Градом голов, видим, не зафиксировала мяч. Осмыкович пытается, по-моему, да, бить. Побегайло еще один раз. Осмыкович, Вафула, это, можно сказать, с четвертой попытки запихивают мяч в сетку ворот. Вафула такая, скажем, девушка, как бы это сказать, чтобы не обидеть, может и побороться за мяч, и корпусом сыграть. Достаточно такого физически сильно, я бы сказал. Замена очередная в составе Минска. Выходит Мирослава Зубко. Это игрок звезды БДУ. В этом сезоне новичок, пополнивший ряды горожанок. Понаблюдаем за ее. Кстати, вот очень активно 17-й номер Осмыкович вошла в игру. Я не могу не отметить ее. Казакевич владеет мячом. Отдает мяч на фланг на Побегайло. Побегайло уходит от оппонента. Будет ли передача? Отбиваются футболистки «Динамо Брест», однако Оту нет, не получается взять мяч под контроль, но опять-таки плотно играет по сопернику и все-таки выдирает его, забирает мяч в ноги. Осмыкович, хороший пас, уход на дриблинге, удар прямо во вратаря. Где-то с метров, наверное, 15-16 был нанесен этот удар. Ну, скажем откровенно, удар не получился, потому что момент был более чем стопроцентным, по-моему. Никто и не мешал для того, чтобы нанести удар. Казакевич по правому флангу проходит. Передача в район 11-метровой отметки. Вафула первая на мяче. Отдает Осмыкович, но 23-й номер Побегайло и бьет из-за предела штрафной по центру прямо в руки вратарю. Видим, атака за атакой, удар за ударом накатываются на ворота брестчанок. Мне кажется, вот остается 15 минут до окончания основного времени. Мне кажется, что силы будут еще больше таять, как у одних, так и у других команд, но больше физически все-таки будут сдавать брестчанки, потому что провести, скажем так, весь практически матч 95% в защите, это очень тяжело физически и морально сохранять концентрацию. Побегайло, видим, уходит от 3 оппонентов, сохраняет мяч, удар по воротам с дальней дистанции, где-то в метрах 2 проходит рядом со стойкой мяч, и было опасно. Очередной 12-й по счету удар от ворот проведут футболистки «Динамо Брест». По второму тайму я бы отметил активность Осмыкович, Побегайло, и Вафула все-таки борется. Игра немножко успокоилась все-таки во втором тайме. Стало все ясно в этом матче уже без каких-либо и так далее, без всех оговорок. Вот пытаются организовать атаку минчанки по левому флангу, однако хорошо сыграла в отборе футболистка в бирюзовой футболке. Новикова, капитан команды, идет уже к штрафной противоположной. Вафула отдает пас на Богдан. Богдан дальним ударом. Какой прекрасный удар. Мяч едва не опустился за шиворот ворот в дальний правый угол. Не хватило там совсем чуть-чуть. Удар, скажем так, на исполнение с левого угла штрафной. Очень мог бы получиться красивым этот гол, если бы будь чуть поточнее минчанка.
Жестко играет Оту, попадает в затылок, по-моему, да, своему оппоненту, но поднимается игрок «Динамо Брест» с поля. Ну, что можно сказать по второму тайму? Конечно же, полное преимущество минчанок. Немножечко они все-таки отпустили, так сказать, вожжи матча. Но увидим ли мы хотя бы интрига от Бреста? Это будет ли удар поворотом в створ ворот? А возможно и гол. Он бы Ой, как хорошо борется Вафула, и буквально считанных мгновений ей не хватило, чтобы оббежать центрального защитника брестян, но на подстраховке хорошо сыграла вратарь Клочкевич Евгения. Выбрасывает мяч на своего игрока Клочкевич. С нарушением правил отбирают мяч. Это Побегайло и Красикова боролись. Боковой судья сигнализировал главному, что было нарушение правила, и мяч в поле введут брестчанки. Да, вот я даже вижу, что немножко не так высоко стали прессинговать футболистки в красных футболках. Бысик отдает Анна разрезающую передачу, но не доходит до партнера этот пас. Ну вот мы видим, прямо даже не мог, выбивает мяч сразу же в аут. Казакевич вводит футбольный мяч в игру. Побегайло. Побегайло отдает передачу на Суровцеву. Суровцева сейчас играет в оттяжке. Оту на Вафулу, ну, острый был очень угол, и Вафула, к сожалению, не смогла вывернуться и выкрутить этот мяч в ворота. Вводит мяч в игру вратарь Клочкевич. Сразу же его перехватывают, как и в 99% сегодняшнего матча футболисты КФК Минск. Новикова отдает направо Казакевич. Казакевич возвращает ей мяч. Второй номер Асаула Ульяна. Решили немножечко на своей половине. Ой, какой классный пас мог получиться. И гол шедевр по мне, так в два касания. Если бы не положение вне игры. Новикова со своей половины поля, буквально от линии своей штрафной, отдала передачу на Вафулу. И Вафула в одно касание практически перебрасывала вратаря, но положение вне игры, к сожалению, не позволило засчитать этот красивый футбольный момент и комбинацию быструю. По сегодняшнему матчу, мне кажется, в команде «Динамо Брест» чаще всего с мячом встречалась вратарь Клочкевич Евгения. Я думаю, уважаемые зрители, вы со мной не поспорите. 88-й номер. Это новичок Зубко Мирослава. Боролась за мяч. Аут в пользу минчанок. Асмыкович. Плохой прием мяча. Отбирает у нее мяч футболистка «Динамо Брест». И штрафной в пользу «Динамо Брест» фиксирует главный арбитр матча. Это Ольга Блоцкая, еще раз напомню вам. В принципе, матч, скажем так, не жесткий, не изобиловал сегодняшняя игра стыками. Не припомню я желтых карточек. Игра, скажем так, в одни ворота, безусловно. До окончания остается чуть более 8 минут. Казакевич тащит мяч на Побегайло. Побегайло не получилось у нее обработать и уйти от оппонента, но угловой справа будут подавать горожанки.
Штатным исполнителем, по крайней мере, подач у угловых справа является Побегайло. Очень активно на сегодняшнем матче Анастасия. И хочу отметить ее подачи неплохие, то есть как бы идут они в центр, вот смотрите, опасно и... Ой, какой удар в перекладину прекрасный. Очень красивый момент. Подача с углового, вынос защитниками Брестского «Динамо». И удар в касание. Прекрасные моменты. Мы сегодня увидели и штанги, и перекладины, и крестовину в исполнении минчанок. Да, счет мог быть крупнее. Ну, решили, скажем так, не добивать уж совсем своих оппонентов горожанки. Вот сейчас может быть опасно, такой ряд ошибок взаимных в исполнении футболисток приводит к ауту в пользу ФК Минск. Казакевич будет вводить мяч в игру на Побегайло. Побегайло отдает в центр. И удар по воротам с дальней дистанции мимо ворот. Удар не опасный. Были, скажем так, и гораздо серьезнее моменты у ворот Клочкевич Евгении. Удар от ворот в исполнении футболисток «Динамо Брест». Вынос мяча от ворот, опять он достается сразу же буквально в ноги футболисток ФК Минск. Шестой номер мы видим по последних, Бысик Анна, это вышедшая в игру, достаточно активно. Вот попытка удара, но удар совсем уж не точный. И опять будет удар от ворот. Я смотрю, даже не отходят назад футболистки Минска, так как они уверены в том, что сразу же заберут его себе в ноги и опять пойдут в атаку. Не считают они нужным, скажем так, отходить в защиту, потому что сегодня совсем, скажем откровенно, конструктивная игра у футболисток «Динамо Брест» не ладится. Нарушение правил. Казакевич свалила на 18 номере. Это вышедшая на замену Ищенко Полина. Может попытаться дальним забросом хотя бы побороться и организовать одну атаку и удар по воротам динамовкам Бреста. Ну вот сейчас, может, что-то получится. Нет, Оту просто выгрызает центр поля. Хороший по задумке мяч, но блокирует его фланговый защитник «Динамо Брест». Сумбур немножко перед штрафной брещанок. В главного судью попадает футболистка в бирюзовой футболке, интересный футбол. Асмыкович красиво демонстрирует технику на Вафулу, и недопонимание немножко между Вафулой и Побегайло. Вафула придержала мяч и хотела пустить уже прямо, скажем так, 1 на 1 Побегайло, но немножко недопонимание сыграло между игроками. Асмыкович поборолась за мяч, Казакевич возвращает ей мяч, но не точно. Аут, нет, успела Казакевич к мячу. Новикова на Оту. Оту не спешит расставаться с мячом. Переводит его на Смыкович, но здесь по откате чисто играет футболистка «Динамо Брест». Новикова на месте центрального полузащитника отбирает мяч. Немножко, вот последние, наверное, 7 минут все-таки игра уже, видно, идет к концу тайма. Забьют ли еще минчанки? Хорошая передача могла бы быть на кого это был пас? На Марчик Викторию. Но немножечко, совсем чуть-чуть не хватило точности и взаимопонимания горожанкам. Удар от ворот.
3 минуты остается до окончания сегодняшней встречи. Давайте подведем какие-то итоги. Безоговорочная победа как по игре, так и по содержанию, так и по счету, скажем, сегодняшнего матча футболисток ФК «Минск». Они подтверждают свой фаворитский статус. «Динамо Бресту» откровенно придется тяжело в этом чемпионате. Скорее всего, это претендент на одно из последних мест, если не произойдет какого-то усиления или они несущественно добавят. 23-й номер Побегайло входит в штрафную площадь, и совсем чуть-чуть ей не хватает, хотя был угол острый, для того, чтобы поразить ближний угол ворот. Угловой удар справа опять-таки будет сама и автор опасного момента производить. Подача в штрафную. Кстати, опять мяч летел в ворота. Была возможность опять сухого листа закрутить мяч, наверное, пыталась Побегайло прямым ударом, но не хватило чуть-чуть, и на чеку была вратарь «Динамо Брест». Подача на дальний угол, не дотягивается до мяча Вафула, однако момент не отыгран. Побегайло завладеет мячом, нет. Первая на мяче была защитник и выбила его в аут. Аут будет в пользу горожанок. 89-я минута матча. Входит в штрафную Побегайло, бьет, но, скажем так, удар точный в сторону ворот, но не слишком сильный. Да и Клочкевич находилась в этой зоне, ей даже не понадобилось никуда смещаться и тем более прыгать. Выносит она мяч далеко, однако он остается в очередной раз на половине поля. Вот редкий случай, когда динамовцы Бреста переходит центральную линию ворот. Новикова, капитан команды, центральный защитник с мячом, отдает на Смыкович. Ну, здесь с нарушением правил в районе центрального круга мяч попыталась отобрать футболистка «Динамо Брест». Казакевич никуда не спешат минчанки, не хотят они уйти от числа 13. Наверное, не суеверные, скорее всего. 14, может быть, смотрелось бы и красивее. Основное время матча подошло к концу. Идет добавленные минуты встречи. Удастся ли забить футболисткам ФК «Минск» 14-й гол? Увидим в ближайшие минуты, но по, скажем так, последним 15 минутам не шли они в атаку, скажем так, не работали от ножа, скажем так, и, мне кажется, поберегли силы до следующих своих встреч. А следующая встреча, кстати, во втором туре будет принципиальнейшим соперником своим «Динамо Бгувка». Уважаемые зрители, приходите на матч. Это дерби, это основной матч, скажем так, чемпионата Беларуси среди женщин. На Суперкубке игра была очень эмоциональная, очень, так скажем, насыщенная борьбой 1-2. Поэтому, кто хочет, любители женского футбола, приходите на этот матч поболеть за коллективы. Напомню, в Суперкубке 2-1 победили минчан, футболисты «Динамо Бгувк». Удастся ли у горожанок, скажем так, матч-реванш, увидите в следующем туре. Вот одна из последних, наверное, атак у минчанок. Пойдут ли в контратаку в наступление футболистки «Динамо Бреста»? Нет. Казакевич с мячом. Пас в центр штрафную на Вафулу сейчас. Бысик передает. Ой, хорошая передача прошла. По-моему, это Суровцева. Удар, но свисток был раньше, прозвучал. И гол не засчитан.
2 минуты добавлено к основному времени сегодняшней игры. Все. Ну что же, 13-0. Футболистки ФК Минск громят Динамо Брест. Спасибо вам, уважаемые зрители, за то, что были с нами. Увидимся на следующих трансляциях. И приходите на центральный матч тура второго, либо к экранам, либо на стадион, на матч футбольного клуба Минск и Динамо Бгувк. Это, безусловно, центральный матч не только тура, но и один из центральных матчей чемпионата. Спасибо всем. С вами был Сергей Конопелько. До следующих встреч.